Ну, конечно, любая эмоция, она будет отражаться в нашем теле, да, то есть в любом случае это повышенное сердцебиение может появиться у человека, учащение дыхания, да, то есть какая-то суетливость, да, телесная, человек места себе не находит, да, он может браться за одно дело, память может нас подводить, когда мы в тревоге, мы начинаем одно, забываем, зачем взялись за это дело, пришли в комнату, забыли, зачем туда пришли, то есть, ну, такие самые вот примитивные, да, самые яркие признаки тревожности, это вот они, соматические такие, которых тело может нам подсказывать. Вот. И опять рады? Ну, во-первых, тревожность – это одна из форм страха, безусловно, да. Вот. А страх, он как базовое такое сигнальное проявление нашей психики, это для самосохранения она проявляется, да. То есть в любом случае страх, он призывает нас о себе побеспокоиться, то есть нужно предпринимать какие-то меры. Поэтому и суетливость, мы бросаемся из одного в другое, да, что-то вот ищем. Вот. Но за страхом всегда стоит нечто большее. Страх, он как раз-таки охраняет нашу психику от более первичных эмоций, которые породили этот страх. Это может быть злость, это может быть вина, стыд, ну, неважно. То есть очень важно осознать, что породило страх, да, то есть почему он возник. Потому что он может быть изначально просто для самосохранения, я в опасности, но в любом случае тот объект, который порождает страх, он первичную какую-то эмоцию у нас вызывает, да, то есть, допустим, если в том числе вот мы смотрим новости и понимаем, что с нами поступают несправедливо, да, очень много вот всех этих таких вот претензий, да, на то, что нарушают наши права, нет законности нигде никакой, мы ни к чему не можем, как говорится, хоть к чему-то притулиться, да, вот как бы прислониться, понять, что мне с этим делать. И это вызывает в первую очередь злость. Потому что мы злимся, с нами несправедливы. Но ввиду сложившейся ситуации мы эту злость проявить не можем полноценно, опять-таки, ввиду опасности. Да? Потому что если я откровенно проявлю свои эмоциональные вот эти порывы, то меня накажут еще больше. Вот. Поэтому что делать? Безусловно, любое эмоциональное проявление, его важно безопасно выразить. И вот для этого, то есть психологическая помощь как раз-таки очень актуальна. То есть, но не всегда, то есть есть люди действительно не консервативно имеют такое вот мнение, что психологи, мозгоправы нас еще, да, вот называют, вот, что к ним ходят только люди психически нездоровые. На самом деле психолог, он не врач, во-первых, да, психолог работает в рамках нормы. В крайнем случае сопровождает людей в пограничном состоянии. То есть вот если ничего не сделать, тогда может быть действительно какое-то серьезное нарушение. Вот. И в этом отношении, то есть даже самостоятельно, те, кто боится, очень здорово было бы овладеть вот этими экологичными способами выражения эмоций. Самые простые, их можно взять у детей. Дети топают ногами, дети могут кричать, но так как очень важно именно соблюсти безопасность этого выражения. То есть если мы можем своим криком или топанием кого-то напугать, нужно позаботиться о том, чтобы наше тело было отправлено в то место, где это безопасно сделать. Один с самим собой наедине или в поле где-то, да, вообще где-то на природе это замечательно делать, потому что энергия, она вот выходит в никуда, циркулирует очень много такого простора, свободы. Вот. В этом отношении очень хорошо куда-то себя вывозить на природу. Вот. А после этого желательно выпить воды, обнять дерево даже очень хорошо и дышать. Очень важно. То есть тело очень всему нам на самом деле подсказывает. Приходит такая усталость, но такая приятная усталость от этого. И, безусловно, каждый может там в ответ сказать, ну и что потом? Оно же проблемы не решит. Но непрожитая эмоция, она забирает у нас возможность в конкретной сложившейся ситуации действовать рационально. То есть если у нас есть какой-то сгусток энергии непрожитый, да, то есть не отреагированный, вот, мы тогда не можем быть собранными вовремя, у нас не получается соразмерить, что я имею, что я могу с этим делать для того, чтобы получить, хотя бы приблизить возможность получить желаемое, да, какой-то желаемый результат. Поэтому в любых ситуациях, где у нас просыпается тревожность, очень важно понимать, что нужно восстановить свой ресурс.
Вот, поэтому отражать эмоцию первичную очень важно. Как я уже сказала, там топать, да, покричать. Если даже мы находимся в ситуации, где мы не можем, вот банально там вот взять подушку, окунуть туда голову, вот это вот, да, такое вот дикое, вот, нарисуйте на листочек бумаги тот объект, ситуацию, самого человека, который вот вас разозлил, да, нарушил там ваши границы, обидел, да, то есть поступил с вами, по-вашему, несправедливо. На эту подушку его положите, то есть отметелить его можно кулаком, никакого вудизма наука не признает, на самом деле никто не пострадает. Однажды это было впервые. Если даже взять просто события августа прошлого года. Да? То есть у нас тогда было просто колоссальное возмущение у людей. Вот оно, пожалуйста. Да? И когда люди выходили, когда люди несли плакаты, шары, флаги, да, то есть какие-то лозунги вот эти, это была одна из толик возмущения, да? Но она опять-таки была не принята. Она не принята, идет новая волна возмущения, но она уже сопровождается злостью. Да, то есть, черт возьми, ну вот почему мы все вообще, то есть это делаем, почему мы пытаемся отстоять свои права, это как раз-таки об этом. И именно в этом русле очень важно это полноценно проговаривать. Не просто, когда вот мы там на кухне можем сидеть из пустого в порожнее, и сразу у нас идет, и что тогда делать, и следующее действие, да. Очень важно полноценно все-таки озвучить, что вот конкретно я злюсь, мне плохо, и даже очень в выражении эмоций самое важное это не тот другой, какой он, что он неправильный, нехороший, да, а именно сфокусироваться на своих чувствах. Вот настолько детально, насколько это возможно. То есть вот вплоть до того, что я чувствовал, да, то есть где у меня что дрожало, где у меня что перемкнуло. Потому что мы это отодвигаем. Мы, можно сказать, своего рода предаем свое тело. Оно для нас так старается каждый день. Сердце стучит, не останавливаясь, мозг перерабатывает огромные пласты информации, а мы ему не уделяем то есть должного внимания. Все как-то вот бежим, и все дальше. Но в нем рождается эмоция. Оно чувствует, оно реагирует, а мы полноценно это не услышали. И даже вот в помощь в телесной терапии, вот я использую в практике, то есть если человек говорит, вот у меня настолько дрожало тело, да, что вот я прям вот чувствовала, как вот у меня дрожат эти колени. И я говорю, давайте, раскачивайтесь еще больше, да, то есть дать это до максимума, потому что тогда мы принимали такое решение, сейчас это неуместно, это некрасиво может выглядеть, ну что я трусиха такая, да, то есть в этом отношении, чтобы дальше не иметь такой огромный пласт страха, потому что страх больше тогда, когда опасность вот тех прожитых эмоций более велика. Вот. И когда она более объемная, вот как слоеный пирог. Мы накладываем одну эмоцию непрожитую на другую, на третью, и дальше выше. И вот это вот огромный этот вот такой вот пирог, к которому подойти невозможно, там диаметром, вот если визуализировать, 2 метра и высотой такой. А мы тут с перочинным ножиком скачем, как это к нему подскочить, как это, ну вот я же вот умею этот перочинный ножик. Когда это все началось, что мы изначально чувствовали, мы белорусы, мы все, и не только мы те, кто, скажем так, по эту сторону фланга, а все, и те люди тоже. У меня в практике были люди, которые обращались с другой позицией, вот, тоже вот как бы по этим вот предложениям бесплатной поддержки, и у них тоже страх. Страх неизвестности и вот эти их какие-то ложные неверные действия, на наш взгляд неверные, они для них единственно возможные, потому что они тоже продиктованы страхом. Они не знают, что будет так, если вот мы, так сказать, победим. Да? Но изначально что произошло? Важно понять, что произошло, когда все остро началось. Остро началось летом, когда все были возмущены. Потом все начали, грубо говоря, злиться. Но когда, понимаете, здесь мы имеем дело ведь с индивидуальной психологией человека, а когда мы все вместе, здесь вступает другое. Здесь вступает психология толпы, психология массы. Мы вроде как наполняемся тем, что мы едины, тем, что мы как бы там в одном ключе, но опять-таки мы здесь не слышим наши индивидуальные потребности. Они очень тонко индивидуальны, очень тонко нюансны.
Вот. И поэтому, когда вы спрашиваете, что делать, чтобы не тревожиться на потом, это мы хотим перескочить через ступеньки. Но есть определенные ступеньки, вот вы, допустим, пришли сегодня ко мне в кабинет, вы видели вот эту вот у меня психотерапевтическая лесенка. И на эту предступенька, так сказать, финала, когда человек понимает, я знаю, что такое счастлив, и мне от этого хорошо, я знаю, что такое счастье. Перед этим есть ступенька, я знаю, как себе помогать, даже когда мне плохо. Но до этой ступеньки идут: я познаю, что со мной, я знаю, я пробую действовать по-новому, мне снова плохо, мне снова хуже, мне хочется бросить все, но я опять продолжаю. Очень много, то есть это путь познания. Как в физкультуре зоны: знание, умение, навык. Чтобы обрести навык, нужно упражняться. И вот, то есть, вот просто перескочить и перестать. Во-первых, полностью смелым не может быть ни один человек. То есть важно себя останавливать и понимать, вот прямо сейчас, вот в этом мгновении, я вот нахожусь в этом помещении, я прислушиваюсь тихо, звучит спокойная музыка. Вот прямо в это мгновение, может быть, потом что-то изменится, но в этом мгновении у меня причин для тревоги нет, для страха. Да? То есть как бы нигде ничего не искрит, дымом не пахнет, нигде нет никаких резких звуков. Со мной рядом находится человек, которому я условно доверяю. Да? Я просто останавливаюсь в этом мгновении. И даже когда, вот и в моем опыте, да, есть опыт, скажем так, вот задержание, когда вот первое мое задержание в октябре, я очень сильно испугалась. Просто очень-очень сильно. Да, это было так, хотя действительно все закончилось даже ни суда, ни следствия, как говорится, да. Во второй раз испуг, он тоже был, говорит, что от него вообще избавиться невозможно, вот. Но вот, наверное, в последний раз мне особенно помогли мои профессиональные знания, вот уже как бы конкретный путь как психолога. Ну, во-первых, вот прямо сейчас, если уже, да, вот уже начали, кто-то там стучит нам в двери, да, конкретно, что я могу сделать сейчас? У меня есть телефон, я звоню первым людям, которые действительно, чтобы они знали, где я. Хотя бы, чтобы они знали, что со мной происходит. У нас должен быть всегда, безусловно, какой-то запасной алгоритм конкретных действий. Ну, допустим, вы слышите, как сердце начинает еще биться, мы прям вот ощущаем вот здесь, да, можно прям вот обратиться к нему, да, что, то есть, как бы я слышу тебя, оно, вы для чего оно стучит? Оно быстрее пытается гнать кровь, чтобы, скажем так, никакие процессы не застоялись, чтобы работоспособными стали все системы, да, нашего организма. Вот. И поэтому я слышу, я благодарю тебя, ты мне помогаешь. То есть если мы реагируем на это: о боже мой, черт, это же надо опять у меня там, и что, как я в этом состоянии буду? Если мы попробуем на это смотреть в том ключе, что мой организм мне помогает, и пусть это доставляет мне дискомфорт, все-таки это акт помощи, да. И при этом, чем я могу еще ему помочь? Дай-ка я вот сейчас впущу в этот кровяной поток больше чистого кислорода. Там открыл, буквально пусть это будет доля минуты. Я медленный глубокий вдох задержала, выдохнула. И вот прям вот представить, как эти молекулы кислорода, вот они попадают в кровь, и вот они бегут, да. И чем мы медленнее, осознаннее дышим, тем кровоток, он немножечко начнет постепенно. Но, безусловно, если это очень стремительное действие, да, то есть как бы хотя бы достаточно мысли, что: о, мое тело мне помогает, я справлюсь, оно мне помогает, сейчас все системы моего организма приходят. То есть паника, ее можно пускать в отрицательное русло: о боже мой, что мне делать, я еще в таком состоянии, чуть ли там никак не дееспособная, да, в этот момент. А можно это рассмотреть, что в нашем теле все, ну, просто запрограммировано, ну, на самосохранение. И то есть если оно ведет себя так, оно пытается выжить. Мне нужно этим воспользоваться. Сейчас я соберусь, и вот даже, как вы говорите, а то, что и сказать себе, ну, то есть тревожность – это норма. Я ведь реально, если уже действительно есть опасность, я реально вижу ее, и поэтому мое тело кооперируется, да, и вот эта тревога, которая, это уже, да, это не страх, а именно тревога, то есть это как инстинкт самосохранения, потому что я сейчас должен взяться и вот прямо себе сказать, что я имею. И вот все перечислить, как вот вы сказали, это спрятать, это туда, этому позвонить. Очень хорошо
Я вообще вот за то, чтобы меньше, хоть и получается много говорить, да, но это всегда сопоставлять и вести рядом с действиями, то есть вот упражнения и так далее. Я за то, чтобы наши мысли не очень эфемерны. Они вот как, ну вот летают, мысль ушла, пришла. Если вот мы не записали, вы как вот человек в профессии, где очень много пишут, да, запечатляют фразы, выбирают более понятные для того, чтобы другие понимали, большее количество людей. Так вот в эти моменты, когда вы говорите, у меня есть алгоритм, очень здорово, чтобы он был прописан. Очень здорово, чтобы он был прямо прописан. Вот на это такой алгоритм, при таком случае этот. И только самое важное. И когда вы будете знать, что у вас есть какая-то, как я клиентам называю, сундучок помощи, у кого-то блокнотик, у кого-то коробочка, кому как понравится. Вот он у меня есть, это как тот же НЗ, как банковский счет. Да, вот он есть. Если его никто не взломает, не заберет, все-таки он есть. Но для кого-то бережнее и под подушкой хранить. Вот. Это немножко дает какой-то сигнал для успокоения. Ну а вообще, конечно же, тревожиться это нормально. Вот это вот себе нужно сказать, что время, находящееся в стрессе, а это то, что сейчас нас всех сопровождает, в принципе, это очень долго длится. У нас нет никак вот действительно какого-то ощутимого результата, чтобы вот так вот, ну, допустим, печем мы торт. Мы всегда, ну, сколько можно печь торт? Ну, хочется его увидеть, да, чтобы он уже был кремом пропитанный, попробовать его съесть, попользоваться. А мы идем этим путем и никак не придем к результату. Безусловно, это очень долгий, вот стрессовый такой момент. На органическом уровне, вот то, что вы говорите, да, то есть очень важно в этот период помогать себе, ну, допустим, самое простое, даже это медикаментозное назначение, то есть как бы вот в рамках клинической психологии, это сопровождение, в том числе фармакологическое нашего организма, что нельзя не учесть, это препарат магния. Магний, В6, он с витамином В6 только, получается, усваивается организм. Магний, он является медиатором в передаче нервных импульсов. То есть одна нервная клетка, другая, у нее, значит, вот эти вот корни, так сказать, да, и нервный импульс бежит от одной клетки к другой вот по этим вот нервным окончаниям. И вот чтобы сигнал передавался благополучно, есть сцепка, как в вагонах, да, вот этот магнитный заряд. Вот у нас это магний. И магний один из самых дефицитарных макроэлементов нашего организма. Он сжигается при стрессе, его восполнить естественным путем практически невозможно. Он в зеленых овощах содержится, кто сейчас, ну, очень люди редко едят этого, так чтобы в достаточном количестве, в орехах. Но орехи, они очень тяжелый продукт, трудно усваиваемый, и если его есть в огромном количестве, это только будет лишняя нагрузка на желудочно-кишечный тракт и в том числе на печень, потому что там очень много тяжелых разных ферментов. Вот, поэтому в этом отношении фармакологический препарат магния, он очень показан, может быть, даже в этот период стоило бы, ну, я, по крайней мере, его пью уже очень давно, и мне это помогает. Потому что для чего он нужен? Мы привыкли, допустим, что такое нейронные сети, да, это условно рефлексы. Мы привыкли вот на такое действие, вот так вот отвечать, да. То-то нам сказали, я на это так-то реагирую. То-то произошло, я в связи с этим делаю то-то. Это условно привычка, выученное поведение это еще называют. А на самом деле, чисто на клеточном уровне, это нейронная сеть, которая уже как лыжня. Вот она отъезжена. И наша психика, она действует по пути наименьшего сопротивления. То, что ей знакомо, тем она и пользуется. Потому что на создание новых нейронных сетей уходит огромное количество энергии. Мозг очень много энергии затрачивает на свою работу. И если магния не хватает, даже если мы очень стараемся, нет этой сцепки, она осуществляется очень медленно, нервные импульсы новых каких-то навыков формируются очень медленно. Вот для чего магний. Ну вот действительно, к чему я пришла, это вот, ну, вот одна такая фраза. Пока вы мне не покажете бумагу, где написана моя фамилия, и будет конкретно прописано, что я прохожу свидетелем по какому-то делу, либо я подозреваемая, либо я уже как обвиняемая, да, я с вами разговаривать не буду, потому что без бумаги нет разговора. Вот это единственная, то есть такая фраза, которую я использую, потому что я знала, что это мое законное право. И самое интересное, что она была подтверждена, потому что первые 4 часа, когда меня мутузили люди, вообще непонятно кто, и непонятно на каком основании, потому что действительно бумаги никакой не было. Когда меня уже привезли в железнодорожный РУВД,
Участковый первым делом зачитал мне мои права. И он мне сказал, что вы имеете право не свидетельствовать, вы имеете право знать, почему вы здесь находитесь. Вот все это прям было прописано. А те люди, которым я это и говорила, они вот, вы слишком грамотны, они будут разные вещи использовать. Единственное, что я поняла, ну, во-первых, как я уже говорила, и там в милиции, много кто меня знает, мой покойный отец, он был майором уголовного розыска. И пусть даже это были советские времена, будучи дочерью мента, так сказать, да, уже и после папиной, так сказать, он по выслуге лет ушел на пенсию, я знаю специфику этой работы с разных сторон. Вот. И у них действительно очень разные способы. У них есть одна цель. И тем более эти люди действительно, они в жуткой кабале. Я им очень не завидую. Как бы они ни улыбались и не показывали вид, то есть на самом деле там есть огромное пресыщение вот всей этой системы. И там бумага на бумаге, отписываться, придумывать. Это просто какой-то... И у них вот быстрее бы это закончить. Потому что чем дольше это длится, тем больше новых вот этих ступеней бюрократических им нужно самим оформлять. И поэтому это просто различные формы и методы дознания, так сказать. То есть они вот это вот будут использовать. Нужно четко, вот 27-я статья Конституции, ее просто нужно знать. Вот просто этот номер, эту фразу, да, что я имею право не говорить против себя, не свидетельствовать против себя. И вообще, то есть мои права, я имею право знать, на каком основании я здесь нахожусь. Даже если это просто беседа. Почему именно я? Почему не вот тот человек в зеленой кепочке, который по улице идет? То есть есть же какое-то основание. Вам как? Просто устно позвонили по телефону, подъедьте туда-то, вы увидите того человека. Люди увидели мой паспорт, один другому показал, и тот сказал да. То есть они видели мою фамилию. Значит, у вас есть бумага, на основании которой вам было распоряжение, что, значит, меня нужно сюда доставить, со мной беседовать. На основании этой бумаги познакомьте меня с ней. Нет, значит, не будет разговора. И, конечно же, потом начался просто полнейший бред. И когда этот бред, он действительно очень сильно давит. И в первое мое задержание я это давление очень сильно ощущала. Я без конца впадала то в слезы, то в хохот на самом деле. Во второй раз было этого. Ну, то есть позывы были, но этого было мало, потому что действительно я пользовалась вот, то есть глазами, ушами, памятью своей. Я там, как я уже описывала, я там считала досточки на паркете, оттенки, одни темнее, другие светлее, сколько темненьких, сколько синеньких, значит, там были квадраты такие вот, панели вот эти на потолке, сколько полых квадратов, сколько половинчатых, сколько горошков в каждом квадрате, четное, нечетное количество, сколько квадратов с четными, то есть абсолютно различные задачи я давала своему мозгу для того, чтобы очень глубоко не погружаться в тот поток речевой, который на меня был направлен. А он был просто нескончаемый, просто нескончаемый. Эти люди знали обо мне, то есть они прошерстили все социальные сети, они могли то есть, цитатами каких-то моих фраз пользоваться, да, то есть это очень сильно подкупает, и это опять-таки вводит вот в эту вот тревогу. Но я себе сказала, я знаю закон, и без бумаги меня не имеют права. То есть никак опрашивать. Вот просто я вот это вот просто толдонила. Просто тупо толдонила. Вот что это было. И вот это мне очень помогло. Потому что потом их поток стал спадать, они стали больше молчать, паузы длиннее. Вот один уходит, сменяет другой, тот, кто более еще как-то в силе об этом говорить. С ним точно так же. И потом, то есть, как бы одна из последних фраз, которую я услышала там в их переговорах, не стоит связываться. И для меня это вот, я просто всем готова сказать, это подтверждение того, что у них просто есть цель, и они готовы к ней идти любым путем, потому что они, увы, марионетки. У них есть приказ, они в заложниках этой системы, и их выбора в том числе. Вот, поэтому самое главное себя сохранить. Вот. И для меня это был единственный путь. Я даже не видела другого, честно скажу. Ну, не могла я сказать, потому что даже когда там они пригласили меня на камеру, вот это вот снимать, была целая куча вопросов. Я уже просто потом устала на них отвечать. Я просто я не буду отвечать. Вот себе это говорила. Вот. И был вопрос уже потом, да, то есть признаете ли вы себя виноватой? Я говорю, в чем?
Я не увидела ни одной бумаги. В чем виноваты? Как можно признать себя вот без вины виноватой? Нет, я себе ни в чем виноватой не признаю. Перед вами, по крайней мере. Там какие-то мои другие отношения вас не касаются. Вот. Они эту фразу с разных сторон произносили этот вопрос. Признаете ли вы, находите ли вы там в своих действиях? Возможно, что они потом хотели как-то использовать мною озвученное, куда-то что-то подставить, но не получилось.